inside. And oh, I had enough. I'ma stay clear, now my mind's made up. Итак, всем добрый вечер, наши дорогие друзья. Мы продолжаем наш сегодняшний прямой эфир. С первым нашим гостем, с первыми нашими гостями меня не было, потому что я что делал? Копал картошку. А ты вечером? Да. Я картошка, это несовместимо. Я храню свои ручки, я люблю свои ручки. Ну, а мы продолжаем наш сегодняшний прямой эфир. Наш сегодняшний второй гость — это Чечена Оржак, обладательница титула «Деловая леди 2021», который у нас проходил когда? Весной? В марте, да. Да, в марте 2021 года в городе Кызыле. И хотим вас сегодня познакомить с Чеченой. Ну, Чечена, расскажи про себя, чем занимаешься и как попала вообще в целом на этот конкурс. Как вы добились такого успеха? Спасибо за успех. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей республики с этим почетным праздником на Дым. Желаю реально отдаю дань уважения тем, кто сохраняет многовековую традицию нашего народа. Животноводство — это дело нелегкое. Желаю крепкого здоровья. А вообще про конкурс. Как меня уже представляли, так что не буду вновь представляться. На конкурс я попала совершенно случайным образом. За 2 дня мне пришлось подготовиться к такому довольно большому конкурсу. Меня позвали руководство, и пришлось в таких темпах все-таки подготовиться. Вот. Конкурс очень понравился. Участвовали 11 представителей различных организаций, и в целом остались очень светлые впечатления об этом конкурсе. Вот. Чечена, а расскажи, деловая леди, какой она должна быть, и чем занимаются эти все деловые леди, которые 11 человек, которые вы сказали? Главное условие участия в конкурсе «Деловая леди» было то, что они являются официально трудоустроенными и должны представлять какую-либо организацию. Я, например, представляла организацию, в которой я на данный момент работаю, Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва, Управление капитального строительства. В общем, у меня не было цели там победить, но я рассчитывала на какую-то номинацию, но не на победу. А почему? Потому что за 2 дня нереально подготовиться к конкурсу, и все-таки в конечном счете я осталась одна, когда вручали номинации, титулы. Я такая стою, думаю, неужели вообще у меня ничего нет? Неужели я осталась? Вам было сложно? Волнительно, да. Я человек стеснительный, и надо было это все преодолевать, и справилась довольно. Благодарю. Ну и, дорогие наши зрители, мы хотим напомнить о том, что вы можете прямо сейчас в прямом эфире задать в комментариях вопросы, пожелания, и мы обязательно озвучим ваши вопросы и предложения. Ну и также вы можете подождать чуточку времени, и у нас будет прямой эфир с бронзовым призером Олимпиады Токио 2020 Сартасом Сана. Не переключайтесь, а мы продолжаем наш эфир. Ну, Чечена, все-таки ты не рассказал, в какой должности ты там работаешь в управлении капитального строительства. Да. Я начальник отдела кадрового и правового обеспечения. В общем, я юрист данной организации. И для меня было неожиданностью то, что вы пригласили буквально вчера я находилась в командировке,
приехала в 4 часа утра и просыпаюсь от уведомления. Меня отмечает, в общем, ваш аккаунт, меня отметили о том, что у меня вечером интервью. Вы обрадовались или загрустили? Больше удивления было. Ну да, вот так вот в большинстве случаев у нас и происходит, потому что наши гости, мы с ними заранее ничего не готовим, не записи не делаем, а все у нас идет в прямом эфире Да. и прям вживую. Лайв. Да, и поэтому... И я пыталась выпросить, такая пишу, что вы будете, да, спрашивать, о чем будем говорить, и такие спрашивают, отвечают, что будет, мы даже сами не знаем, какие вопросы будем задавать. Ну, это лично я так сказала. У меня штурм начинается во время беседы, когда ты начинаешь уже Мне кажется, так глубже даже узнавать лучше. человека. Ну, все-таки перейдем к деловой лиде 2021. А есть ли всероссийский этап этого конкурса? Есть. Как раз не всероссийский, а уже международный. Мисс Офис России будет проходить в конце ноября этого года. И мне как бы предлагали поучаствовать, но я все еще думаю. Почему у вас сомнения? Зависит от многих факторов, на самом деле. Так, ну, я думаю, что я постараюсь все-таки. Мы вас тоже верим. Благодарю. Так, а Мисс Офис международный, это в России будет или в другой стране? Если это международный, может В в другой России, стране? в Москве. Вот нарисуйте портрет деловой леди. Вот как вы ее представляете? Ну, если это вы, да? Я? В каком? Ну, Просто вашими- внешне, да? Ну, вообще, Просто, да. Ну, деловая леди, во-первых, должна работать, ну и совмещать работу с семьей, что частенько у нас вот хромает, и приходится как-то это все совмещать, успевать. Допустим, когда я работала в суде, я вставала в 5:30 утра, чтобы успеть там приготовить еду, отвезти дочку в садик. Вот. И вообще женщина должна успевать все. Ну, это чисто мое мнение. И я также интересовалась вот тайм-менеджментом некоторое время, и все-таки пришла к выводу, что утро самое лучшее время, чтобы все вот спланировать, подготовить и в целом поставить задачи на день. Вот. А вот чем занимаются вот деловые леди в обычный, так скажем, рабочий день? Ну, грубо говоря, можем вот взять Строят во карьеру. вторник. Во вторник. Но чисто я не знаю, чем занимаются остальные вот, деловые леди, но я, например, у меня все зависит от графиков судебных заседаний. Я планирую, готовлюсь к каждому судебному заседанию. Потом занимаюсь своей вот чисто теми делами, которые поставлены, задачами, которые поставлены передо мной на этот день. Например, там оформить что-то личное дело, там напечатать проект приказа, подготовить. И ну, вот так вот. это мечта вашего детства, да, вот так вот Ой, жить нет. с графиком. Если честно, нет. В детстве я сначала мечтала стать кондуктором, потому что мне приходилось ехать в автобусе до школы, и не знаю, почему-то мне очень нравилась вот эта вот роль кондуктора. А потом уже в таком школьном возрасте я говорила, что я стану судьей. Вот. Но сейчас вот юрист тоже недалеко отсидит. Юля, ты не хочешь принять участие в этом конкурсе на следующий год? Деловая леди? Да. Я, наверное, скорее всего, общественная леди, нежели чем деловая.
Ну и будешь жить по графику, все как расписано, приказы, заседания, суды, что там еще вот делают деловые Я леди? скажу, что у меня наоборот все не так. У меня все спонтанно, ничего я не планирую, просыпаюсь, что попадется, туда и иду. Но пока хорошо живу. Ну, в целом, как юрист, мы еще, каждый орган исполнительной власти дежурим в Центре бесплатной юридической помощи, и к нам обращаются различные граждане с различными вопросами. Но скажу, что каждый юрист, он профессионализируется, или как правильно сказать, в своей сфере. Тем более вот область гражданского права, она многогранна. И иногда бывает, что вот человек придет с проблемой в Центр бесплатной юридической помощи, и бывает, что ты понимаешь, что это не твоя совершенно сфера, да, и ты все равно должен ему как-то помочь. В таком случае мы просто даем совет, кому обратиться, и направляем в соответствующий орган или... Да, вот хочется отметить, мало кто знает, что у нас есть Центр бесплатной юридической помощи. Одна точка находится на Красноармейской 100, а другая... Где здание Марзавод, Калинина 1Б, здание Мирового суда. Поэтому, друзья, если вот вам нужна помощь, обращайтесь в Центр бесплатной юридической помощи. У нас есть еще группа юристы Республики Тува, и там тоже люди делятся своими проблемами, и мы, как юристы, даем советы, рекомендации, вот, помогаем, чем можем. Ну, Чечена, вот ваши пожелания вот будущим участникам конкурса «Деловая леди 2022», ну и последующим, может быть. Желаю победить. Ну, а в целом желаю, чтобы вы не волновались, были уверены в себе. И этот конкурс на самом деле дает очень многое. Ранее я чувствовала в себе такую, не знаю, неуверенность. Я думала, что я никогда в жизни не смогу там участвовать в таких подобных конкурсах и все такое, всякие такие мыслишки были, но когда уже реально начинаешь участвовать, ты понимаешь, что там же участвуют такие же люди, как и ты, такие же девушки, желающие добиться чего-то, и просто, ну и со многими очень сдружились, общаемся до сих пор, вот. Ну, Чечена, спасибо большое за то, что тоже приняла наше приглашение. Спонтанное. Да, спонтанное приглашение, что уделили время. Ну и хотим вам пожелать хороших, добрых выходных. Классно, что мы попали в ваш график. Благодарю. Вам тоже. Всего наилучшего. А вы, дорогие наши зрители, не переключайтесь. Следующий наш гость, знаменитый человек, спортсмен, бронзовый призер Олимпиады Токио 2020 по вольной борьбе Артас Сана. Не переключайтесь, мы продолжим наш эфир.